В Алданском районе работает 4 дома-интерната, а отдельные категории граждан получают господдержку. В настоящее время производится индексация. Насколько вырастут выплаты, узнавала Татьяна Вахнина. Для проживающих домов-интернатов, а в Алданском районе их 4, январские каникулы выдались разнообразными и насыщенными. Так, в Доме престарелых и инвалидов поселка Ленинский прошли вечера творчества и отдыха. С концертами здесь побывали местные коллективы. Больше мне нравится всего, что много внимания обращают на молодежь. Они тянутся. Не оставались без внимания и пациенты отделения помощи на дому. Соцработники приходили к подопечным каждые несколько дней. Понятие общероссийских январских каникул не существует для работников ряда структур и социальные учреждения в их числе. Январские каникулы выдались спокойными. Никаких форс-мажорных ситуаций, требующих принятия экстренных мер, не возникало. Эти праздники, обошлись без внештатных ситуаций. Если не считать вопросы например, по канализации, это, в принципе, текущие бытовые вопросы учреждений, которые, в принципе, решаются в ежедневном и ежечасном режиме. Поэтому, в принципе, к счастью, проблем никаких не было. По графику в праздничные дни дежурили сотрудники управления. Работы у специалистов хватало. Управление реализует более 70 видов мер соцподдержки. Государственную помощь получают свыше 16 тысяч человек. К основным категориям относятся ветераны, инвалиды, молодые родители и многодетные мамы, а также заслуженные работники и почетные доноры. В январе 2019-го размеры выплат возрастут. В настоящее время производится индексация. С 1 января уже у нас большую часть наших получателей мер соцподдержки получат меры соцподдержки в увеличенном размере. В среднем это 4-5%, то есть по сравнению с 2018 годом. Это касаемо детских выплат, касаемо ветеранов труда, там тоже ежемесячные денежные выплаты увеличены. Помимо соцподдержки ряда категорий граждан и оказания адресной помощи отдельным семьям, Управление соцзащиты взаимодействует со множеством организаций, поскольку решение многих проблем требует комплексного подхода. Татьяна Вахнина, Сергей Супачев, Алдан.